Хайрлы күн. Добрый день. Добро пожаловать на уроки казахского языка. Познакомимся с новыми словами. Аты, тегі, ұлты, жасы, отбасы, бала, қыз, ұл, дос, әріптес. Тема сегодняшнего урока – тәуелдік жалғау. Притяжательная форма, или, как их еще называют, аффиксы принадлежности. В казахском языке притяжательная форма существительных показывает принадлежность предмета. Рассмотрим их поподробнее. Итак, первое лицо. Менің. В переводе мой, моя, мое. Твердое окончание «м» и мягкое «м» прибавляются после согласных, то есть, если слово заканчивается на согласную букву. И окончание «м» прибавляется после гласных, если слово заканчивается на гласную букву. Например, менің балам, менің үйім. Второе лицо сенің. В переводе твой, твоя, твое. Окончание «ың» прибавляется после согласных. И окончание «ың», если слово заканчивается на гласные. Например, сенің балаң, сенің үйің. Уважительная форма сіздің. Ваш, ваша, ваше. Здесь прибавляется следующее окончание. Ыңыз после согласных и ңыз после гласных. Например, сіздің балаңыз, сіздің үйіңіз. Третье лицо оның переводится как его или ее. Прибавляется твердое и мягкое после согласных. С после гласных. Например, оның баласы, оның үйі. Есть некоторые исключения. Когда слова заканчиваются на буквы К, П, то они переходят на звонкие варианты. То есть К на Г, Х на Г, П на Б. Разберем их в примерах. Например, слово «кітап». Менің кітабым, сенің кітабың, сіздің кітабыңыз. А также слово «сабақ». Менің сабағым, сенің сабағың, сіздің сабағыңыз, оның сабағы. Рассмотрим притяжательные окончания во множественном числе. Первое лицо біздің переводится как наш, наша, наше. Имеют следующие окончания. Ымыз, эміз прибавляются, если слово заканчивается на согласную букву. И мыз, міз, если слово заканчивается на гласную букву. Например, біздің баламыз, біздің үйіміз. Второе лицо сендердің. Прибавляются окончания ың. Следует запомнить. Сначала прибавляем окончание множественного числа, только затем прибавляется притяжательное окончание. Если слово твердое, прибавляем твердое окончание. Если мягкое, то мягкое окончание. Следующая форма сіздердің переводится как ваш, ваша, ваше. Это уважительная форма обращения. Имеют следующие окончания. Твердое ыңыз и мягкое ыңыз.
Здесь также сперва прибавляется окончание множественного числа и затем притяжательные окончания. Третье лицо олардың. В переводе их. Окончание твердое и мягкое Здесь также сперва прибавляется окончание множественного числа и затем притяжательные окончания. В казахском языке имеются указательные местоимения бол, мынау. В переводе это. Они являются синонимами и указывают на предмет вблизи говорящего. Например, бұл қыз – это девочка. Мынау қыз – это девочка. Мынау терезе – это окна. Бұл терезе – это окна. Мынау не – это что? Бұл кітап – это книга. Бұл кім? Кто это? Бұл менің досым. Это мой друг. Бұл сенің досың ба? Это твой друг. Я, бұл менің досым. Да, это мой друг. Рассмотрим отрицательную форму емес. Они, как правило, стоят в конце предложения, и в отличие от личных окончаний, в притяжательной форме к слову емес не добавляются притяжательные окончания. Например, менің атым Марат емес. Мое имя не Марат. Менің үйім үлкен емес. Мой дом небольшой. Сенің досың қалада емес. Твой друг не в городе. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и изучайте казахский язык.